хочу, чтобы вы меня поняли. Вы видите? Кто из вас иногда врал? А вы что, планируете, сегодня 5 раз буду врать, завтра 2 раза? Не делали такого? Это произойдет само собой? То же самое. Я хочу, чтобы вы поняли модель нашего мышления. Модель нашего мышления, она так построена. Сам человек, не понимая, не осознавая, неожиданно приключается на нехватке. И бабах, потери начинают пойти. Это кошмар потом. Поэтому, вот, ребята, я заметил, что у них пойдет хороший уровень, рост, а потом пойдет потери, пока полностью все не потеряет. Один парень подошел ко мне здесь, он сказал, что дурдой держит контейнер. Он сказал, честно скажу вам, он сказал, почти 12-15 лет работает, он сказал. 3-й раз в это состояние. Он сказал, я поднимаюсь каждые 2-3-5 лет, хорошо зарабатываю. А потом что-то изменяется в моей жизни, это не знаю, почему так. Пока все не потеряю, куча долги не залезаю, эти проблемы не залезают. Потом обратно вверх идет. И он мне говорит, это 3-й раз. Я не знаю даже, что делать. Потому что это сидит здесь. Не в работе проблема тут. Потому что она отсюда зависит. Женщина по консультации давала с Уфе, консультировала со мной, она сама с Чимкента. Уфе сейчас делает бизнес в Уфе и консультировал. Она говорит, мы с мужем делали бизнес. Кафе держали, ресторан держали, магазин держали. С Италии или откуда-то товар возили. Чимкент. Она говорит, хорошо бизнес пошло и так далее. А потом что-то произошло, и потери. Начали один за других потери. И потом говорит, вот потери пошло. И в общем на фоне этого мы ссорились и полностью расстались с мужем. И у меня 20 тысяч или 22 тысячи евро долги остались. Ну, часть долги у него, часть у меня. В общем, мы бизнес разделили, долги отделили, разделили и так далее. Понимаете? Я приехала. Она говорит, я там попыталась работать, не получилось. Я приехала работать, говорит, в Чечне, Грозный. Работала там. 1,5 года работала. Странно, вроде бы зарабатывала. По окончании вот это 1,5 года, с того дата, по этой дата проверяю, у меня 12 тысяч долларов дополнительный долг есть. В итоге еще долг больше стал. Она говорит, странно. Я вроде бы хорошо заработаю. Не могу понять, что происходит. То есть поднималась за это время, конечно, за это 1,5 года. Но итоги по окончании я смотрю. У меня куча долги. Дорогие мои, фермера, его результат работы измеряется осенью. А не то, что весной, что он сажал, не то, что он каждый день то есть поливал, не то, что он пахал на землю. Читается конечный результат. Спортсмена никто не видит, сколько часов он тренируется в тренажерном зале. Читается конечные 2 минуты, которые он в соревновании участвует. Никто не видит 10 лет, которые он пашет. И этого никто не читает даже. Согласны? Это означает, что конечный результат читается. Значит, это означает, что вот в самом конце, что итоги будут, вот это самое важное. Вот это важно. Теперь мы посмотрим такую вещь. То есть, я хочу сказать, что это опаснейшая вещь в нашем сознании. Она мешает людей быть счастливыми. Люди живут с прекрасным мужем, с прекрасной женой, но они несчастны, потому что у них мышление нехватка. Я сейчас в деньгах объяснил, вы меня быстро поняли. А во все параметры жизни человека точно такое происходит. Муж прекрасный, но она видит, что-то у него не хватает. Потому что у ней самого не хватает. И она придирается на это. На фоне этого правую руку поднимай, повторим за мной. Хочешь испортить отношения? Начинай их выяснять. Кто понял? Хорошо поняли? Классно, да? Классно? Как раз такие женщины любят выяснять отношения. Я хочу с тобой серьезно поговорить. Когда мы можем с тобой поговорить? Ну, в конце концов, ты хоть разу можешь меня послушать? Она о чем будет говорить вам? Что-то мудрое? Что-то великое? Нет. Дерьмо, которое воняет.
Потом начинается кошмар. Разве не так? Всегда у людей есть желание, знаете, выяснять отношения. У всех людей как это кошмарный жизнь, потому что дьявол говорит, давай, давай, если ты тебя не делаешь, на тебя уже он ноги вытирает, давай, давай, ты должна сказать, давай, давай. И потом язык станет длиннее, длиннее, длиннее до колена. И потом кошмар начинается. Поэтому, вот знаете, вот эта нехватка, она везде так. Везде, во все параметры жизни. Третья вещь, которую я заметил, это что? Вот эта волнообразная вещь, доход или уровень жизни или достижение держится, тоже причина мышления нехватка. Дорогие мои, эти вещи, это научная работа, которую я делаю, те вещи, которые я находил, те вещи, которые я действительно понял в практике изучения много жизни людей. Другими словами, я хотел сказать, что очень много проблем, которые у нас связаны, не с жизнью они связаны с одной из корневых, это мышление нехватка. А что нужно делать, чтобы с этим справиться? Мы нашли 9 симптомов, которые действительно, вот эти 9 симптомов, которые реально, они возбуждают сознание человека. Мне было интересно, что, смотрите, человек, его поступки откуда появляются? Поступки появляются из мысли. А его мысли откуда появляются? Чего-то его подталкивает к этому. Только что мне рассказывали про ревность. Только что я говорю про ревность. Это какая-то некая сила подталкивает человека к чему-то, что он начинает так делать. Он же само собой так не будет делать, правильно? Теперь внимание обратите. 9 симптомов, которые мы нашли. Первый симптом. Поехали. Человек думает, что якобы зарабатывать больше, это выход от нехватки. То есть, якобы выход от этой нехватки, то есть, если я больше зарабатываю, это будет достаточно. Если я больше зарабатываю, это хватит. Поэтому само желание больше зарабатывать якобы, она постоянно загоняет человека, к какой-то замкнутый круг, бесконечный круг. Надо еще больше зарабатывать, надо еще больше зарабатывать, надо еще больше. И это больше, 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 конца нету его. Получается, что нам надо понимать, что стремление к тому, чтобы больше зарабатывать, это не выход. Но вы, если оглядываешь назад, 10 лет, 15 лет назад, она была у нас такое. Она постоянно гоняла нас к тому, что мы больше и больше начали работать, больше и больше начали делать. Она не выход. Сама эта стратегия не помогает нам. Нам надо сделать так, чтобы эта мысль больше у нас в голове не появилась. Я вам скажу, как я это сделал. Вам скажу. Я вообще не думаю, как больше зарабатывать. Это правда. Вообще, почему? Как это? Сейчас я придем к этому, вы меня поймете. Это хорошо помог, очень хорошо помог. И когда это в себе понял, я начал это пытаться у других изучать. Я посмотрю, и других тоже так оказалось. Все люди так думают, оказывается.